Исянмисыз. Исянмисыз. На прошлом занятии мы освоили структуру прилагательных, что с ними бывает. А что с ними бывает? Образуется сравнительная степень и превосходная. И я бы сказал, что вот эта тема, она существенно проще, чем, например, в русском языке. В русском языке очень много всяких исключений при образовании сравнительной степени прилагательных. Очень много всего. В татарском здесь намного проще. Но некоторые вещи есть в татарском, которые не то чтобы сложнее, но радикально отличаются от того, к чему мы привыкли в русском или в других языках, которые мы знаем. Вот на одном из прошлых занятий мы взяли структуру, которая означает возможность, могу, да, и выяснили, что в этой функции используется глагол «брать» в сочетании с основой глагола, в котором заложен смысл. Ну, нам это показалось немножко необычно, но мы с этим смирились и справились. То есть более-менее понятна эта структура, да? Есть еще одна, без которой тоже никуда не обойтись. Это структура, которая выражает желание. То понятие, которое в русском языке передается глаголом «хотеть». Вот здесь есть тоже определенная сложность. И посмотрим, как татарский язык эту задачу решает. Ну, допустим, простейшая фраза, знакомая и близкая всем: «Я хочу есть». Значит, с чего начинается? Прежде всего, тот, кто хочет, приобретает притяжательную форму. То есть начинается все с притяжательной формы. Само вот это хотение, желание, выражается глаголом «приходить» в третьем лице. Приходит. А то, что я хочу, выступает вот в таком формате. Как будет есть, кушать в смысле? Аша. Да, то есть здесь у нас форма третьего лица единственного числа, то есть он ест, как будет? Аша. Это вот там, это та самая ситуация, где повелительная форма заканчивается на гласную, оша, поэтому, когда он ест, ошейм, ошейсен, ошей. И вот мы вспоминаем эту форму и добавляем такую структуру. Здесь, как и во всем, есть твердый и мягкий вариант. В твердом варианте появляется вот такой элемент. Ошейсе. Но это еще не все. После этого мы добавляем притяжательную форму соответствующего лица. То есть я хочу есть. Минем ашисем. Да. Значит, вот корень. А вот это притяжательное окончание. То есть буквально это, скажем так, мое, вот эта форма еды, да, которая является значимой частью структуры желания что-то сделать. Притяжательная форма мой, келя приходит. Ошейсом – это то, что я хочу сделать. Главное утешение, что вот эта келя остается неизменной формой для всех лиц. Можно вопрос? Да. Вот мне привычнее мин ошаргат лим. Это неправильно получается? Есть такая форма, есть глагол, мы про него поговорим, есть глагол «желать». Не хочется. Есть глагол «желать». Это вариант для хитрых, кто хочет... Для тех, кто хочет избавиться вот от необходимости выстраивать эту Утвердительная форма, да, получается? непростую структуру, тогда можно использовать. Мы к нему подойдем, то есть сказать, это означает «желаю».
Ну, по-русски мы тоже можем сказать «хочу», а можем сказать «желаю». Но «желаю» у нас все-таки немножко в более узком контексте используется. Даже здесь важный момент такой. Даже если вы захотите избежать этой структуры, вы ее хотя бы понимать должны. Это красивее звучит. Миним О6С киле. Да. Дмитрий, а мы вначале проходили еще такую формулировку «Минга ашарга кирек». Мне Это надо поесть. Но одно дело надо, другое дело хочу ли я. А надо ли? А, например, если ты просто как бы не уловил вот сложную формулировку, и про Телим мы еще ничего не знаем, а в принципе запомнили только «Минга ашарга кирек», В принципе, есть охота. то выжить можно? Выжить можно всегда. Но возможность, необходимость и желание – это немножко все разные вещи. Нет, ну, естественно, можно, в принципе, и жестами показать, что вы хотите. Давайте, значит, все-таки добьем эту структуру до конца, в хорошем смысле. Значит, ты хочешь есть. Синен Так, пока вот это, чтобы нас не отвлекало. ашисын киле. Так вот это «с», это означает... Принадлежность. Нет, да, значит, смотрите. Вот это у нас общая форма выглядит вот так. О6С. Килена. И то, что мы добавляем, это притяжательная форма, как будто бы это существительное. И мы говорим, что это мое, твое и так далее. Такое мое поедание, что ли, что-то вроде этого. Пришло. Да, пришло, да. Приходит. Приходит. Еще не пришло. Потому что пришло, это когда я хотел в прошлом. Вот. Келя остается на своем месте. То есть ты хочешь синен ошейсен келя. Ты хочешь есть. Келя такое же, так же выглядит. А если вопросительная форма? Ты хочешь есть? Ну-ка. Синен ашисын мы? Килемы. Или килемы? Вот сюда, да. Ага. Здесь глагол, это вот, келя. Соответственно, если мы спрашиваем, хочешь ли ты поесть, синен ошейсен келяме. Килемы. А для хитрых это син О6С да? А если я не хочу есть, как мы это скажем? Миним О6С килми. А почему? А потому что кельми – это отрицательная форма глагола «приходить». Не приходит. Помните, да? Это третье лицо, отрицательная форма. Кельми. То есть я не хочу есть, меня машейсом кельми. А можно сказать синга ошарга килема или нет? Синга ошарга. Есть такая форма, да, но лучше Тоже для хитрой, на да? какой-нибудь одной остановиться, да. Есть и еще другие. Вот. Значит, опять-таки, это притяжательное. А попробуйте спрогнозировать, Альфинур, как мы скажем, он хочет есть. Ул ашыйсы килә. Нет, не ул, а вместо ул притяжательная форма. Аның ашыйсы килә. Да. Здесь будет ошейсы. А почему Объясни. Почему ошейсы? Потому что так выглядит третье лицо. А если прошедшее время, куда добавляют? Да, сейчас дойдем. Значит, ну и давайте просто спрогнозируем, как сказать. Мы хотим есть. Безнен. Безнен. Так. Ашисыбыз. Кильмибыз. Нет. Зачем? киля. Вот это никак не меняется. Оно киля... Ашисыбыз кильми. Скажем, мы не хотим есть. Не хотим. Кельми, да? Правильно? А как сказать, Сергей, вы хотите есть? Сезнен, ашыйсыгыз, келе. Да? Вот. Если, Дэвид, мы хотим то же самое сказать в прошедшем времени, то есть я хотел, или кто-то хотел, или не хотел, то вот что меняется. Окей. Меняется, значит, как мы это скажем, от киля, как будет форма прошедшего времени? Кильде. То есть форма, переходим
прошедшее время. Все, что здесь написано, это уже будет в прошедшем времени. Аларнын, соответственно, да, вот аларнын. Да. Ашайсы. Лар. Келе. Киле, да. Более того, мы можем назвать, как, скажем, Дэвид хочет есть. Как это будет? Дэвид, Дэвид, Аши. Вот к Дэвид мы добавляем окончание притяжательного. Дэвиднын, ашайсы. Киле. Да, третье лицо. Ашайсы. Киле. А если в прошедшем времени, то кильде. А если не хотел, я не хотел, кто-то не хотел. Килмеде. Кильмеде. Килмеде. А сейчас давайте развернем какую-нибудь структуру поинтереснее, посложнее. Вот как мы скажем, Дэвид, как сказать? Я хочу поговорить с тобой. Minän Сначала с тобой. Нет, сейчас. Синен Да. С. Белен. Белен. Да. А разговаривать как у нас будет? Вот Сөйлеші. Сөйлешем. А в этой Сөйлешем. форме? у нас уже был этот глагол. Да, сөйлеше. Видите? Сөйлешем. Значит, вот этот корень, да, сөйлеше. Но мы чувствуем, да, что ошейсом это твердый вариант, а сөйлеш... Сөйлешерге? Шен. Нет, сөйлешесем. Сөйлешесің? Да, потому что это мягкий вариант того же самого. Итак, что у нас получается? Minän selem belem. Сөйлешесен. Киле. Теля. Да. Я хочу поговорить с тобой. Да, Арина. Дмитрий, а почему, точнее, будет ли корректно, если мы скажем не минем, а мин синен белен сейлеши сэм киле? Вот. Это не будет соответствовать правилу. Ага, поняла. Почему? Потому что это же у нас притяжательная форма. Притяжательная форма оправдана притяжательной формой местоимения. Потому что если мы оставим просто мин, то теряется смысл притяжательной формы существительной или всего, что мы описываем в этом формате. А как сказать, Сергей? Я не хочу говорить с тобой о ней. Minnem anın turunda анын турында с тобой, да? О ней с тобой, так там Да. было? Окей, минем анын турында синен белен сөйлешесем келми. Кельми. Кельми или кельмин? Кельми. 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 Это общее окончание кельми для всех. Я не хочу, ты не хочешь, это не важно. А теперь красиво и ровно. Мы записываем. Попробуем. Минем анын турында синен белен сөйлешесем келми. Как мы скажем, Альфинур? Он хотел прийти, но не пришел. Он хотел прийти. Киллерга тоже, да, получается? Да? То есть вот в такой форме примерно. Киля-киля, что ли? Ну, киля и вот это вот. Он килясы кильде хотел прийти, Да. но он не пришел. Но не пришел. Лекин ул кильмеде. Да. А теперь все вместе тоже. Onun kilesi kilde, lekin ул kilmedi. Браво! Келесе келді.
Ну, такая, прямо скажем, затейливая конструкция, но очень достаточно важная, потому что она встречается и в разговорной, и в письменной речи. Я все-таки упомяну о том, что, вот Эльза вспомнила, есть такой глагол «телерге», который означает «желать». Он чем хорош? Ну, хорош, во-первых, тем, что если не сложилось вот так с разбега такую структуру построить, то можно хотя бы сказать «желаю», да, потому что сам он по себе спрягается каким образом? Его форма повелительного наклонения – «теля». Значит, я желаю «телим». «Телим». Помните, когда повелительная форма в мягком варианте заканчивается на гласный звук, то при спряжении «телим», «телисен» и так далее. Соответственно, я не желаю. Тельмим. Тельмим. Да. И этот глагол еще используется в пожелании. Я желаю там тебе чего-то. Как сказать, Кирилл, я желаю тебе счастья? Бахет – счастье. Да? Мин сине бахет. Синга. Мин синга бахет телим. Да. Как направление. Да, тебе. Тебе. Синга, мина, мне. Что и желаю. Глагол всегда в конце. То есть как пожелание. И, ну, как хитрый вариант, чтобы избежать вот этой структуры, но знать ее все равно надо, потому что мы можем говорить проще, но мы должны быть готовы к тому, что наши собеседники не будут говорить настолько же просто, и нам хотя бы в пассивном исполнении это надо воспринимать, надо это понимать. Вот мы говорили о том, что есть винительный падеж, когда мы указываем на существительное как на объект, мы добавляем окончание вот это «не», да? Но есть такой смысловой нюанс. Напомню, вот так они выглядят. Эти окончания указывают на некоторую определенность. То есть, например, когда мы говорим, что я читаю книгу. Читаю, помните, да? Окейм. Окей. И это касается вот того счастья, которое Кирилл пожелал. Я читаю книгу, как сказать? Мин китапны укаим. Да. Значит, выясняется, что есть такой нюанс. Вот когда я просто совершаю некое действие, что ты делаешь? Читаю книгу. Мин китап укаим. А когда мы имеем в виду определенную книгу, то в этом случае использование окончания винительного объектного падежа обязательно. Поэтому, когда мы пожелали счастья, мы желаем, очевидно, счастья вообще в абстрактном понимании, не какое-то конкретное. Но я думаю, что по смыслу, по контексту, вероятно, что если условия счастья обсудили подробно, то там можно было бы добавить Бахет. вот это окончание. Бахетле. Ну, нет, бехетле – это счастливый, прилагательно. Вот. Но это уже такое теоретическое рассуждение. Что стоит запомнить по поводу вот этой структуры? Меняется как глагол здесь только глагол «приходить» келерге. Меняется он в настоящем времени киля, кельми, и ведет себя просто как глагол «приходить». Но в сочетании с притяжательной формой местоимения и с притяжательной формой вот этого причастной структуры, выражающей основной смысловой глагол, приобретает значение желания. Я хочу, я хотел, ты хотел. Если мы задаем вопрос, то вот эта вопросительная частица, где, к чему она присоединяется?
К нему же келяме, то есть хочешь ли ты. Насколько я понимаю, если чем-то жертвовать, то вот этим притяжательным местоимением. Потому что здесь уже заложена форма притяжательности соответствующего лица, которая в сочетании с глаголом приходит или приходил, или не приходит, не приходил, и выражает смысл хотения, желания. Вот. Ну и, в принципе, можно потренироваться с разными глаголами. Напомню, что есть, как во всем, твердый и мягкий вариант. В твердом варианте вот эта частица окончания «с», в мягком варианте «се». А кроме этого добавляется окончание притяжательной формы соответствующей. Ну, я надеюсь, что это, может быть, не сразу, но мы тоже загрузим в наш, так сказать, в наше активное подсознание для того, чтобы потом это активировать и использовать в разговорной речи. На этом мы заканчиваем наше очередное занятие. Сау булыгыз. Сау булыгыз.